В XVIII веке Сибирский тракт был единственной дорогой жизни. Он соединял отдаленные окраины севера с российским государством. На огромных расстояниях на протяжении 15-20 верст стояли ямы, почтовые станции. А ямщики, запрягая лошадей под звон бубенцов, гоняли почту и возили служилых людей. И сегодня у нас есть уникальная возможность проехать по следам государевых ямщиков. Ну что, поехали! Из истории Иркутско-Якутского почтового тракта. Если в 1743 году от Витима до Якутска были открыты первые 28 почтовых станций, то до конца XIX века по мере надобности их число увеличилось в 3 раза. В каждом притрактовом поселении устанавливались верстовые столбы, сооружались часовни и храмы. К началу XX века на всей территории Северного края возвышались 134 церкви, около 150 часовен и молитвенных домов. В XX веке за более чем 70-летнюю историю забвения православных святынь, к счастью, пришло время восстанавливать летопись прошлого и возрождать духовное наследие предков. Участники научно-исследовательской экспедиции по следам государевых ямщиков, изучая Иркутско-Якутский почтовый тракт, доехали до села Булгуняхтах и посетили православный храм преподобного Михаила Малеина. Булгуняхтатская станция, как промежуточная станция между Бестяжской и Тояно-Рынской, она, значит, основана в 1868 году. И среди основателей почтовой станции правнук Ефима Петровича Петрова, Журинской почтовой станции. Поэтому в Булгуняхтатской станции проживает династии ямщиков Петровых, Сергеевых, Шиловых, Сучковых, Крыловых. В основном вот эти династии проживали здесь. А сейчас довольно-таки большое село Булгуняхтах, население около 2000 человек. Следующая станция расположена в 24 верстах от Булгуняхтаха. Основана в далеком 1743 году. Хочется с гордостью сказать вам огромное спасибо за то, что именно вы сделали такой проект и прошли этот путь Иркутского почтового тракта. Прошу отведать хлебца. Дороженьки присела, задремала, эх, задремала. Парень тут как тут случился, улыбнулся, усмехнулся, стал ласкаться, эх, стал ласкаться. Стал ласкаться, целоваться, а полоска не дожата осыпаться, эх, осыпаться. Затем в поселке Бестях прямо под открытым небом состоялся импровизированный концерт. Далее потомки ямщиков доехали до Покровской почтовой станции. Она считается от Иркутска по счету 122 и была открыта в 1850 году. Добро пожаловать с благополучным прибытием Ангалас и Улус, город Покров. Спасибо. Мы проехали около 2700 километров. Из них более 1700 километров водным путем и 1000 километров наземным путем. И Покровск, значит, как старинный монастырь, он образован очень
рано, в 1682 году. И мы сейчас только что посетили церковь имени Зосимы и Савватия. В бытности моей работы главой администрации Хангаласского района в 2007 году к юбилею города Покровска, 335-летию, был построен вот эта церковь. Ну и мы посетили курган славы, памятник генералу Притузову Андрею Ивановичу, полковникам. Конечно, сейчас Покровск один из таких культурно-административных центров нашей республики, районный центр Хангаласского улуса. До города Якутска нам остается еще посетить 4 почтовые станции и завершить сегодня работу экспедиции на 20-е сутки. В Покровском краеведческом музее имени Гаврила Ксенофонтова удалось увидеть старинную ямщицкую кошовку. Несколько столетий эти сани были предметом самой первой необходимости. До конца экспедиции оставалось еще несколько почтовых станций, и на пресс-конференции в Покровске участники экспедиции обменялись своими впечатлениями об этом незабываемом путешествии. Еще немного, и они с гордостью смогут сказать: мы преодолели этот путь. Но к этому разговору мы вернемся чуть позже. Почтовая станция Улаханская была в числе первых 28 открытых в 1743 году. Живет в этом селе представительница знаменитого ямщицкого рода Припузовых Анфиса Иннокентьевна Петрова, мать-героиня и обладатель знака «Высшая благодарность матери», воспитавшая 14 детей. Племянница генерал-майора Андрея Ивановича Притузова вспоминает времена, когда все еще были молоды и живы. Наш древний род как основался здесь, так мы и живем. Все были потомками ямщиков, как со стороны отца, так и матери. У нас всегда очень хорошо проходили праздники. Собиралась вся родня. На вечерке звучали старинные песни и кадриль. Моя мама, Акулина Ионовна, была лучшей певуней. Отец, взяв ее в жены, привез сюда из Техтюра. В нашей семье пели все, кроме меня. Дед Ион Дмитриевич был отменным рыбаком, а отец и пел, и плясал. Анфиса Иннокентьевна помнит, как несколько раз приезжал на родину генерал Андрей Иванович Притузов. В последний свой приезд он хотел испить родного деревенского молочка, а потом они вместе с родителями пели песню «В хороводе были мы». И это была их последняя встреча. Другой дядя Анфисы Иннокентьевны Николай Прокопьевич Припузов. Личность легендарная. Он дважды был на приеме у государя-императора. Известен как педагог, этнограф, устроитель первых школ и голова Хангаласского улуса. Кроме этого, он был основателем 10 почтовых станций, где служили его предки, государевы ямщики. Ямщицкий род Припузовых был сослан в Якутию из Вятской губернии. Много воды утекло с тех пор, а семейные истории не забываются. Я хочу рассказать про своего прадеда Припузова Иннокентия Дмитриевича. Воевал в Первой мировой войне. Он был гранатометчиком. В то время войны он попал в плен немцам, работал на шахте у помещика. Там была очень тяжелая работа. Он сбежал вместе с несколькими людьми. Их было 8, 9 человек.
увы, заболел, не смог приехать. В то время ему было 33 года, он был молод. Днем они шли по лесу, чтобы их никто не смог поймать. Потом они добрались до Москвы, и в Москве началась в то время революция. Об этом никто не знал. И их спрашивали, вы белые или красные? Они не знали, что ответить, и поэтому их взяли в плен. Если бы Лев Николаевич Троцкий не спас моего прадеда, то, наверное, его бы и моей династии не было. Их хотели застрелить, но Лев Николаевич Троцкий сказал, что недостаточно солдат для Красной армии, чтобы сражаться. И они все, благодаря ему, Льву Николаевичу Троцкому, мой прадед жив. За Журинскую станцию. Это харчил бы 246 тысяч зарплаты. В селе Улахан все, начиная с детства, изучают свою родословную, а экспонаты школьного музея помогают им путешествовать во времени. Скидавай, скидавай, папонечкам скидавай, скидавай. Коробочки, коробочку, коробочку замыкай, замыкай, коробочку замыкай, замыкай. Кырдяға сәмі күтер дені оту бәлемнен, кәтебін мұнет түген сіз пара яғылым. Наши бабы с ума сходят на войну, собрались, а мы 4 мужика детей рожать остались. В XIX веке продолжали открываться новые почтовые поселения, и среди них Техтер. Станция открыта в 1862 году. Папа, как говорил, был он сюда сосланный с Казани. Он что говорил, у нас половина кровь казанская, татарская, половина русская. Вот. Они вот основали сначала в Табаге станцию. Дед там командовал. Мой прадед. Прадед. Прадед, да. Пеплев. Вот. Потом вот станцию, когда в Техтюре открыли, его сюда направили главарем. Ну, потом вот отец был ямщиком. Напекла я пирогов, что-то нету женихов. Приходи, Володенька, пока еще молоденька. Голосок невысоко, далеко слышно. Ты откуда взялась? А я в деревне родилась. Так, умненько бегай, баны билеретинга. На гулянье все пришли, а мы его оставили. На селе собаки лают, и его заставили. Ох! Сейчас мы последний день нашей экспедиции находимся в старинной Табагинской почтовой станции, которая основана в 1743 году. Первые поселенцы этой станции – это династии Соколовых, Шепелевых, Лобановых и Козловых. И вот здесь в Табаге сохранился уникальный почтовый дом, который построен примерно тоже 130-120 лет назад. Я по городу хожу, во все стороны гляжу, ай-люли, ай-люли, во все стороны гляжу, во все стороны гляжу, себе милого ищу, ай-люли, ай-люли, себе милого ищу. Экспедиция по следам государевых ямщиков, выехав из Иркутска, вышла на финишную прямую. Якутск станет последней, 126-й почтовой станцией. Якутск одновременно являлся и как бы заключительным этапом этого тракта, ну, для тех, кто ехал из Иркутска в Якутск, а для тех, кто ехал дальше, на Охотское побережье, на Камчатку или дальше там уже владение русско-американской торговой компании, то это был важнейший такой транзитный пункт, ну, в какой-то степени, можно сказать, последний очаг цивилизации, где вот закупались там продукты, снаряжение на самый сложный как бы участок. Ну, уже это те отрезки до Охотского побережья трассы, они уже Охотский тракт назывались. Вот, и таким образом Якутск вот служил для них важнейшей перевалочной такой базой.
Какие впечатления оставила эта грандиозная по своим масштабам экспедиция? В Покровске на пресс-конференции состоялся обмен мнениями об этом путешествии. Такой шанс в жизни выпадает один раз. И закрыв глаза на семью, на детей, мы собрались и поехали. Конечно, эта экспедиция для нас вообще большой подарок судьбы, поскольку мы встречались всегда с самыми такими яркими людьми, со старожилами, которые хоть и забывают свою историю, но хоть что-то помнят. Мы по крупицам собирали вот их истории, по крупицам собирали песенный фольклор, и это для нас дорогого стоит. Ей красотой, но, увы, коротки наши встречи, ты спешишь на свидание с другой. Встречаясь с жителями притрактовых поселений, фольклорная группа экспедиции выступила в более 150 концертах. На каждой почтовой станции звучали старинные песни XVIII и XIX веков, которые для многих жителей Иркутской области были настоящим откровением. Они были удивлены и восхищены работой, которая проводится в Якутии по сохранению и возрождению исторического и духовного наследия приленских ямщиков. Самое хорошее, то, что мы увидели, то у них в Иркутской области очень много деревянного зодчества сохранилось. Деревянных домов в самом Иркутске. Мы пытались везде найти что-то ямщицкое, но мы нашли только Ямскую улицу. Есть улица Ямская. И все. И то, что мы выехали с Иркутска, вот это Якутский тракт. Вот это вот напоминание о Иркутско-Якутском почтовом тракте. А так, конечно, нигде нет верстовых столбов, ничего не сохранилось, не знают и не помнят. Но по всем станциям фактически сохранились деревянные храмы, церкви. Многие восстанавливаются или восстановленные. И все с гордостью это все показывают, рассказывают нам. И, это очень здорово, конечно. Вот это, наверное, есть и вот эта точка соприкосновения. Действительно, глядя на масштабы архитектурно-этнографического музея Тальцы, не только захватывает дух, но и начинаешь понимать, насколько важно сохранять деревянное зодчество Якутии. Хочется надеяться и верить, что в нашем старинном северном городе тоже когда-то появится уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, лишь бы успеть сохранить то, что еще осталось. Те люди, которые приняли решение на свой страх и риск приехать и поселиться здесь в качестве ямщиков, они были люди очень мудрые, дальновидные, потому что обеспечили своим семьям хорошую жизнь, можно сказать так. Самое главное, что они своих детей сделали свободными, не крепостными. Новизна нашей экспедиции не вызывает никаких сомнений, потому что это вообще первая в истории подобного рода экспедиция. Это как хорошо, что вы не забываете свою историю, своих предков, там, культуру их, там, песни, танцы, пляски. Это потомки будут сейчас, еще доведут до конца. Безусловно, проект «По следам государевых ямщиков» стал значимым событием для двух регионов России. Он заинтересовал наших соседей-иркутян и послужил положительным импульсом по восстановлению памятных верстовых столбов в Иркутской области. Старинные указатели маршрута изготавливали по уникальным чертежам, предоставленным членами экспедиции по следам государевых ямщиков.
Лиственницу высотой в 4 метра и массой до 500 килограмм в течение нескольких месяцев высушивали, чтобы они были долговечны. Соблюдены не только пропорции, но и специальная окраска, утвержденная еще в царской России. Места в верховьях Лены оказались труднодоступными, но сибиряки, преодолев сложный путь, выполнили свое обещание. Один из верстовых столбов установлен в селе Амалой. Затем Усть-Кутская экспедиция доехала к следующей почтовой станции. Мы сейчас находимся в деревне Сурово Жигаловского района на торжественной установке верстового столба. Наши друзья из республики Саха-Якутия в августе прошлого года, 2017, проехали с экспедицией ямщиков от Иркутска до Якутска, заразили нас вот этой вот ямщицкой темой, и мы решили, глава Усть-Кутского городского поселения и Жигаловского, совместно установить вот этот верстовой столб в деревне Сурово, где была станция раньше, почтовая, где были ямщики. И эту традицию, хорошую, добрую, мы хотим и передать и в другие районы города Киренск. Этот символический почтовый ящик мы доставим нашим друзьям из Киренского района, и он поедет дальше в Якутию. Включились 8 муниципальных образований нашей Иркутской области. И на самом деле мы всколыхнули тот пласт, который, в принципе, до этого мало кто трогал, даже историки его не сильно отмечали. Но сам Якутский тракт, он давно существовал. Я был маленьким, я помню, что наша дорога, которая связывала Иркутск и Якутск, а я жил на одной из станций, Баиндай называется, она была всегда называлась Якутским трактом. Раньше двигалась почта, потом двигались груза в начале века, которые формировались в Качуге непосредственно, и потом по Лене спускались в северные районы непосредственно нашей Иркутской области и Якутии непосредственно. 1 апреля 2018 года. Город Якутск. В этот день состоялось уникальное по своему размаху событие. Спустя 275 лет со дня основания Иркутско-Якутского почтового тракта, как в старину, на лошадях под праздничный звон бубенцов из Иркутска в Якутск прибыла скорая почта. — 18 дней эта почта проходила по этому тракту, по следам государевых ямщиков. И мы сегодня его успешно встретили здесь, в Якутске. Вот и закончилось наше путешествие по следам государевых ямщиков. Но не хочется на этом ставить точку, ведь летопись Сибирского тракта, и в частности Иркутска-Якутского, не имеет аналогов и в будущем может стать достоянием всего человечества.